Добрый вечер, товарищи. Очень хорошо, что вот при трудностях пандемии даже мы имеем возможность сегодня пообщаться вот таким способом. Вот я хотел бы очень коротко вот свое мнение высказать, обсуждаем вопросы. Во-первых, насчет перехода на профессиональной, работы на профессиональной основе. И мне кажется, что время идет, общество развивается, вызов времени меняется. Вот поэтому мне кажется, что Илдархан правильно ставит вопрос насчет реформирования Государственного собрания. Сейчас несколько надо менять не только формы работы, но и содержательную часть. Темп работы надо все-таки вот изменить, потому что ситуация изменилась. Это вызов времени. А вот мировая практика говорит, что парламентаризм у них тоже на месте не стоит. Поэтому мы, если будем провести реформу Государственного собрания, никаких нарушений Конституции у нас не произойдет. Все будет по закону. И даже вот новая поправка Конституции от нас этого и требует. Поэтому тут сомневаться просто ни в коем случае нельзя, и возражать, по-моему, тоже и не стоит. И, по-моему, если взяться за дело, то надо его быстро сделать, оперативно, чтобы результат был, не тянуть, как резину тянули. Вот поэтому я согласен с Макаром Макаровичем, что реформу надо, провести, не дожидаясь там никаких там срока завершения работы нашего СОЗВа и так далее. Надо, по готовности вот этого закона, надо его принять. Я согласен, что депутаты должны работать на постоянной основе. Вот некоторые сомневаются, что неужели, что мы не профессионально работаем, что ли? И речь идет о работе на профессиональной основе. На основе, то есть депутаты будут работать на освобожденной основе. И это правильно. Так, мне кажется, что количество, тут два варианта сегодня высказано, 25 и 35. Вот надо взять за основу вот эти два варианта для обсуждения до принятия закона. Какой из них лучше? Так, мне кажется, что Макар Макарович прав, от срезки вот этих округов не надо особенно сильно бояться, потому что народ понимает, и сегодня, вот вы сами видите, не только, развивается средство общения, да, средства продвижения тоже развивается, поэтому тут никаких преград для общения с избирателями не будет. Поэтому представительное, полномочия парламента при любой вырезке округов сохранится. И надо его сохранить, конечно, представительные полномочия. А законодательную надо все-таки усилить. Мне кажется, что время настало такое, видите ли как, в прошлом году, как тут докладывали, поступило с Государственной Думы 602 проекта для согласования и 32 проекта для поправок. Это много, очень много. А вот мы, наши депутаты, всего-навсего 57 отзывов дали. Отзывов. А на поправку не работаем с федеральной структурой. А вот сегодня беда такая, мне кажется. Бедой, может быть, и нельзя назвать, ошибкой можно назвать. Сейчас идет процесс централизации
всего того, что было достигнуто. Вот пасторам надо в связи с этим постараться усилить наш республиканский статус, полномочия надо усилить. Вот про договор, значит, о разграничении полномочий мы совершенно забыли. Оно было заключено в 1995 году, он поднял очень на высокий уровень статуса республики, значит, ушли от централизации, полномочия повысились. Мы на месте могли решать многие свои вопросы. Так, значит, распределение бюджета, формирование бюджета тогда строилось совершенно по другому принципу. Освоение природных ресурсов шло совершенно по другому принципу. У нас было право на 2 ключа. Все этого не стало. Этого не стало благодаря 2 вот этих законов. Закон о недрах и на бюджете, в бюджетном кодексе. Мы потеряли свои статус свои полномочия. Надо работать в этом направлении, чтобы усилить вот свои возможности использовать для развития своей республики. А также вот совершенно прав Егор Михайлович тоже. Я тоже начал беспокоиться в связи с реализацией закона о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне. Там очень много очень сомнительных моментов. Хотя бы возьмем вот такое, значит, для резидентов, там дается право тому зарегистрироваться, если ты внесешь 300 тысяч рублей. И у тебя должно быть через 3 года в уставном капитале не более 3 миллионов рублей. Какой охотник, какой рыбак, какой оленевод может иметь такую возможность? То есть вот и с этим, благодаря вот этого закона, местное население с крайнего севера просто отстраняются от дела. Это очень так сомнительная штучка. Так дальше, вот видите ли как, создается российская структура, согласно этого закона. Так, комитет будет создаваться, который будет, минуя республики, заниматься развитием бизнеса на Крайнем Севере, в арктической зоне. А вот уполномоченный орган будет заниматься конкретно, будет руководить вот этими предпринимателями. То есть мы отстраняемся от всего этого. Это нас беспокоит. Поэтому Государственному собранию профессиональным составом надо усилить работу с федеральным центром. Очень надо сильно усилить. И только профессиональный парламент, освобожденные депутаты могут осилить эту очень большую, сложную, трудную, ответственную работу. Спасибо за внимание. Так, Юлия Николаевна, пожалуйста. Минута. Да, Юлия Николаевна. Когда меня избрали председателем Верховного Совета, Юрий Николаевич, первый секретарь обкома партии, не разрешил 3 года приезжать в свой родной вуз. Вот такой аласный у нас такой был запрет. А сейчас, Петр Васильевич, вас избрали, вы сразу поехали в Алтайский вуз. Да ведь? Поэтому было я такое. сейчас сразу говорю, что нам надо отказаться от аласной нарезки. Действительно, если мы хотим работать эффективно, давайте вот в советское время тоже мы соблюдали аласную такую, патриотизм. Поэтому, наверное, Макар Макарович прав, когда говорит, что от 21 одного депутата и 6 представителей от партии. Все у меня.